мен жылдың аяғына дейінгі игеру туралы, кестені жеделдету туралы, игермеу тәуекелдері және оларды барынша азайту туралы, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардағы сатып алулардағы кешігулер туралы баяндағым келеді. Игеру кестесі бойынша бүгінгі таңда игеру жаңа кесте бойынша жүріп жатыр. Ол үкіметтің ағымдағы жылғы тамызда өткізілген отырысындағы тапсырмаға сәйкес жеделдетілген болатын. Жалпы жылдың аяғынан жуық айларға, яғни тамыз бен қыркүйек айларына 252 миллиард теңге қозғалған болатын. Осылайша төлемдер кестесі түзетілді және бүгінгі таңда оңтайлы болып табылады деп айтуға болады. Ағымдағы игеру бойынша бірінші қазанда алдын ала деректер бойынша 330 миллиард теңге немесе бір жылға арналған жоспардың 66% игерілді. Жылдың аяғына дейін әлі 173 миллиард теңге немесе 34% игеру қажет болады. Жергілікті органдарда жіберілген трансферттер бойынша игеру қарқыны жоғарырақ. Бір жылға арналған жоспардың 69% игерілген, ал жыл соңына дейін әлі 72 миллиард теңге игеру қажет. Теперь о рисках до конца года. До конца года остается лишь 62 рабочих дня. Анализ предстоящих бюджетных процедур показывает следующее. Во-первых, расходы на сумму 12 миллиардов тенге имеют высокий риск неосвоения. Это 2,2 миллиарда тенге по новым проектам с международными финансовыми организациями, где пока еще Министерство национальной экономики вносит распределение. 343 миллиона тенге – это на увеличение уставного капитала Казахского национального исследовательского технического университета имени Канаша Сатпаева, где еще не получено экономическое заключение на финансово-экономическое обеспечение, обоснование. А также по местным бюджетам в красной зоне 9,7 миллиардов тенге. Причина отставания и затягивания процедур. На слайде вы видите также по областям распределения. Во-вторых, проанализирована скорость проведения государственных закупок. На сегодняшний день у местных органов до сих пор не заключены либо не зарегистрированы договора закупок на сумму 18 миллиардов тенге. Наибольшая сумма предстоящих обязательств приходится по следующим регионам. Это Кызылординская 3,5, Актюбинская 2,5, Акмолинская 1,9, Мангустауская 1,7 и Атырауская 1,6 миллиардов тенге. Времени, как уже было сказано, остается мало, так как на эту сумму необходимо еще объявить конкурсы, подвести итоги, согласовать и подписать договора с поставщиками, выплатить авансовые платежи, дождаться выполненных работ. И на все это, как я уже сказал, остается всего 62 рабочих дня. В-третьих, по заемным деньгам местных исполнительных органов на строительство жилья также есть риск неполного освоения из-за позднего проведения конкурсов, в основном в августе и в сентябре, хотя данные конкурсы местные исполнительные органы могли провести сразу после проведения решений маслихатов, а они были в июне месяце. В июле. На сегодняшний день нет зарегистрированных договоров на сумму 9 миллиардов тенге. По контролю государственных закупок. Мы с самого начала заявляли, что каждый тенге госпрограммы «Нурлы-Жол» будет под контролем. Для этого применялся камеральный контроль государственных закупок, который не позволяет сегодня делать нарушения. Естественно, это могло вначале затормозить освоение, и было много нарекания со стороны местных исполнительных органов, но мы в ручном режиме по каждому из проблем отработали. Опыт показывает, что не камеральный контроль является основной причиной задержки. Хотя, повторюсь, были трения, мы их отработали. Всего было направлено за 30 уведомлений о нарушениях на стадии проведения конкурсов. Из них 30,8. Из них местные администраторы бюджетных программ согласились и привели в порядок на сумму 30 миллиардов. Спорно осталось только примерно на 800 миллионов тенге. Мы по ним тоже отрабатываем в ручном режиме. Пути решения для минимизации ожидаемых сумм неосвоения предлагается местным исполнительным органам и администраторам республиканских бюджетных программ Бахчан Абдиевич протокольно поручить до 15 октября завершить все процедуры, которые они должны были обеспечить заранее. Несколько слов об освоении новых денег, которые выделяются в рамках уточнения республиканского бюджета на текущий год, если можно. Здесь на сегодняшний день доступен мониторинг через портал Министерства финансов. Вот, все данные уже в электронном виде
оформляются. Мы, как я уже докладывал на прошлом заседании правительства, мы провели со всеми и центральными, и местными исполнительными органами, обучили, как заполнять данные. Данные мероприятия обновляются самостоятельно, регулярно, без запросов. По состоянию на 5 октября центральными госорганами определено 604 мероприятия. При этом на сегодняшний день пока КНБ и служба госохраны еще не введены мероприятия, но они, в принципе, в ручном режиме уже на опережение идут. Количество исполненных мероприятий министерством составляет 26, предстоит исполнить еще 578. Центральными госорганами запланированы к проведению 24 конкурса, из них объявлено и состоялось уже 7 конкурсов, в том числе КНБ 5 и Министерство инвестиций и развития 2 конкурса. Остальные 18 запланированы на октябрь и ноябрь. Следует отметить, что на сегодняшнюю дату распределение сумм целевых трансфертов доведено официально не всеми еще. Из 7 5 доведено. Министерство образования и науки и Министерство национальной экономики еще добивают свое распределение. Местными исполнительными органами введены в систему 562 мероприятия, исполнено на 5 октября уже 63, в том числе 3 мероприятия, по данным самих же исполнителей, исполнено с задержкой 3 мероприятия. 2 это по Акмолинской, 1 мероприятие по Южно-Казахстанской. Но я думаю, что эта система уже позволяет администраторам программ самостоятельно видеть свои задержки своих планов и ускоряться. На 5 октября должны местные исполнительные органы были провести 43 конкурса, из них объявлено 8, 35 планируется в октябре провести. Пока происходит привыкание госорганов к этой системе. Завтра планируется проведение пленарного заседания Сената парламента, на котором проект уточненного бюджета мы хотим защитить уже. И на следующей неделе мы начнем уже фактическое освоение средств. Поэтому хотелось бы еще раз обратить внимание всех коллег, что необходимо в соответствии с данными поручениями обеспечить выполнение всех мероприятий, заложенных в этой системе.